Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это максатык келер шаг – будущее время намерения. И сегодня мы рассмотрим, как образуется отрицательная форма данного времени. Образуется она следующим образом – при помощи отрицания емес. Далее суффиксы бак, бек, пак, пек и мак, мек присоединяются к основному глаголу, а личные окончания первого типа прибавляются к отрицанию емес. Рассмотрим это на примерах. Первый пример – я кино не собираюсь смотреть. В данном случае мы используем глагол керу, основа глагола будет звучать как кер, к основе глагола мы прибавляем суффикс мек, и далее у нас следует отрицание емес, и к этому отрицанию мы прибавляем личное окончание первого типа, в данном случае окончание пен, и предложение звучит мен кино кормек емеспен. Я кино не собираюсь смотреть. Следующий пример. Он письмо не собирается писать. В данном случае мы используем глагол жазу, основа глагола у нас звучит как жаз. В данном случае мы прибавляем суффикс бак и используем отрицание емес. И предложение звучит ол хат жазбак емес. Он письмо не собирается писать. Третий пример. Ты завтра в школу не собираешься идти. В данном случае мы используем глагол бару. Основа глагола будет у нас звучать как бар. В данном случае мы прибавляем суффикс мак. Далее идет у нас отрицание емес. И к отрицанию емес мы прибавляем личное окончание. В данном случае окончание второго лица. И предложение звучит сен ертен мектепке бармак емессен. Четвертый пример. Он на диване не собирается лежать. В данном случае мы используем глагол жату. Основа глагола будет звучать как жат. И к этой основе глагола мы в данном случае прибавляем суффикс пак. И предложение звучит ол диванда жатпак емес. Также существуют суффиксы, которые показывают необходимость выполнения действия. В данном случае это суффиксы ш и ш. В отрицательной форме они усиливают состояние то, что человек не хочет выполнять какие-либо действия или не должен их выполнять. Как в первом примере. Мен кино кормекши емеспен. Я кино не собираюсь смотреть. Или можно перевести я кино не должен смотреть. Также и в остальных примерах. Ол хат жазбакши емес. Он письмо не собирается писать. Или можно перевести он письмо не должен писать. То есть данные суффиксы как бы усиливают действие, которое не рекомендуется выполнять. Третий пример. Сен ертен мектепке бармакши емессен. Ты завтра в школу не должен идти. И последний пример. Ол диванда жатпакши емес. Он на диване не собирается лежать. Или можно перевести он на диване не должен лежать. То есть данное действие ему не рекомендуется выполнять. На этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр. Также подписывайтесь на каналы Яндекс.Дзен и Telegram на случай блокировки YouTube. Если остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Увидимся с вами в следующем уроке.